Ученики Тазеевской школы посетили историко-краеведческий музей и послушали тематическую экскурсию об истории района по Пушкинской карте. Ребята побывали в залах и комнатах музея, с интересом рассматривали экспонаты, новые экспозиции, где познакомились с историей образования нашего Илишевского района, познали азы археологии, а также увидели, как жили крестьяне-середняки в 30-е годы прошлого столетия. Историко-краеведческий музей с 14 октября всех детей, у кого есть Пушкинская карта, принимает. Дети активно ходят. 19 октября в локациях историко-краеведческого музея прошло крупное мероприятие, которое собрало 52 учащихся из всех школ района на открытие экспозиции, посвященной воинам-интернационалистам, а также пограничникам Илишевского района. Во время каникул, можно сказать, даже ежедневно, дети охотно ходили в музей на обзорную экскурсию по всем залам музея. Особо интересны тематические экскурсии для детей уже старшего возраста, именно для 9-11 классов, где затрагиваются темы Великой Отечественной войны, передовиков Великой Отечественной войны, выдающихся личностей Илишевского района. С момента старта программы свыше 400 детей посетили музеи нашего района. Мне очень понравилось в этом музее. Я узнала очень многого о своем народе, о Илишевском районе и как она образовалась, какие народы были. Также дома и старинные вещи. Желаю вам посетить этот музей. Напоминаем, использовать Пушкинскую карту можно для оплаты входных билетов в театры, музеи и концертные залы. До конца этого года каждому молодому человеку выделяется 3000 рублей, и 31 декабря данная сумма сгорает, если не будет потрачена. А 1 января на оформленные карты будет начислена сумма 5000 рублей. Заявку на оформление Пушкинской карты можно подать с 1 сентября через личный кабинет госуслуг. Также необходима регистрация в мобильном приложении «Госуслуги Культура». По заявке ребенка или его родителей карта будет оформлена в электронном формате. Ей можно будет пользоваться с любого гаджета. Сегодня районный дворец культуры предлагает в рамках этого проекта посетить спектакль «Гульчачак» Народного театра Чоғыл. А далее юные зрители смогут посмотреть новогодние постановки сказок.